этих странах эти языки, они сосуществовали долгое время на равных. Ни у одного из этих языков не было преимущества, и ни один из этих языков не гнобил и не нарушал права другого в той или иной мере. Если я ошибаюсь, обязательно напишите об этом в комментарии, я постараюсь поправиться. Так вот, что касается русского языка в Казахстане. Хотелось бы зачитать некоторые отрывки из наших нормативно-правовых актов. Самый главный закон в нашей стране — это, конечно же, Конституция. И по Конституции в Республике Казахстан государственным языком является казахский язык. Это неоспоримо, это факт. И нельзя утверждать, что в Республике Казахстан два государственных языка – казахский и русский. Если кто-то вам это скажет, можете смело плюнуть этому человеку в лицо. Он вас обманывает, вводит в заблуждение. Однако в Конституции буквально следующим пунктом после озвученного мною говорится: в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Заметьте здесь наклонение. Здесь не написано, что должен употребляться русский язык. Он употребляется в случае необходимости. Конституция — это общее положение. Теперь есть такой закон о языках в Республике Казахстан, в котором описывается статус основных языков, которые употребляются у нас. И написано в глава 2, статья 8: употребление языков. Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык. Наравне с казахским официально употребляется русский язык. В работе негосударственных организаций используется государственный и при необходимости другие языки. То есть в негосударственных организациях даже заставлять употреблять русский язык, к сожалению или к счастью, напишите в комментариях вашу позицию по этому вопросу, нельзя. Государственный язык — да, русский язык хотят пользуют, хотят не пользуют. А в государственных организациях, если ты не свободно владеешь государственным языком, ты можешь попросить перейти на русский. И они должны, согласно закону о языках. Статья 9 говорит: язык актов государственных органов. То есть все письма, законы и так далее, акты государственных органов разрабатываются и принимаются на государственном языке. При необходимости их разработка может вестись на русском языке с обеспечением, по возможности, перевода на другие языки. То есть законы, постановления, нормативно-правовые акты в Республике Казахстан, они разрабатываются по умолчанию на государственном языке. На русском языке они переводятся только при необходимости. Дословно я вам цитирую закон о языках в Республике Казахстан.